Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Гути-24. С вами Петр Цепандин. Находимся мы в ресторане Lazy King, Семен Тарбахов, как обычно. Здравствуй. И к нам сегодня в гости пришел директор гимназии Центра глобального образования Александр Чудиновский. Александр, здравствуйте. 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 Да. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я знаю, что вы страшно занятый человек, скоро учебный процесс он не прекращается, ОГЭ и ЕГЭ впереди, но тем не менее, с чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Да, сегодня мы немножко от рутины отлучимся, ну и постараемся с вами приготовить русские блины. Так. Это такое вот традиционная еда, всем известная, да, испокон веков, она Очень- еще с античности идет. Очень вкусно. Да, в Обожаю, России обожаю. там она где-то с 9-10 века начали все жарить. Ну и в нашей семье с самого детства. В выходные мы начинаем с блинчиков. Я не просто так пришел, у нас есть определенные свои традиции. В вашей семье ритуалы свой какие-то? такой вот, да, ритуал, уклад, как готовить блины. Я вот немножечко так расскажу тоже, как мы это своим делаем. этим, да? Да, ну а зрителям, если кому-то понравится, пожалуйста, пусть берут на заметку. Могут повторить. Я потому что Да. знаю, что это дело не быстрое и хлопотное, так что давайте сразу приступать. Да, Ну, что вы делаете? Да, с первого, Тесто. с чего начнем, это не тесто, это разогрев сковороды. Да, то есть мы начинаем с того, чтобы у нас Да, сковорода, уже видите, сковорода. вот только для блинов. Только для блинов. Да, я еще Тяжелая. скажу более подробнее об этой сковороде. Значит, конечно, я бы мог взять новые, Ну, чтобы красиво, но... чтобы было красиво. Да, Типа телевизионная картинка якобы. Конечно, Но телевизионная картинка, но все-таки мне хотелось бы, чтобы мы сегодня вкусили наши домашние блины. Обычно их готовит моя мама. Так. Да, супруга у нас больше по оладьям. Вот. Мин сахалы киргиним. Да-да, красавчик. Да, диеха, в общем, оладьи в основном мы. Вот. А мама у нас занимается частью блинов. Ага. Вот. Но в чем суть? То есть сковорода для блинов, она желательно должна быть чугунной. Ну да. И она не должна особо мыться, чиститься. Ну, это её тоже в протер, какой-то... Да, положил, протер и все. положил, Почему? Потому что вот, видимо, какой-то вот этот нагар или еще что-то, он как-то влияет. Хотя на самом деле это новая сковорода, Ну, но она со относительно... временем претерпела вот но такие- главное чугунная. Да. Второе, это вот лопатка. Она тоже, я взял и новые, да, чтобы показать, что у нас есть новые, да? Да-да-да, Вот, чтобы но мы- тем не менее, вот чтобы традиционная тоже не старая выкомшить. лопатка. Причем эта лопатка, она существует с тех времен, когда я еще, как говорится, ходил под стол, да? Ну, то есть совсем был маленьким. Это вот советская. с тех времен. Значит, сам я родился в Хандыге, учился в городе Якутске. Да ладно, мы это недавно, тоже... недавно приехали из Хандыги. Ну, это замечательно. Да, весной Это специально очень ездили. такое Там был хорошее, теплое, северное, теплое как по душе, но северное такое место. В общем, я там учился до 11 класса, ходил в музыкальную школу, приезжал сюда на конкурсы, новые имена, по классу фортепиано занимался. Вот. Приехав сюда, и когда у меня началась студенческая жизнь, я заскучал по блинам. Теперь мы за берем тесто. яйцо. Да, мы Получается, берем рецепт яйцо. это рецепт вашей матери. Да, причем который идет испокон веков. Ага. Потому что у каждой семьи Это рецепт вообще- даже нашей бабушки. Да, Это можно с сказать. 9 века идет. Да. У каждой семьи свой Да. рецепт так Может, называемых он блинов. претерпевал какие-то изменения, может быть, но я об этом уже рассказать точно не могу. Так, теперь в яйцо мы добавляем следующие ингредиенты. Обязательно растительное масло. Должно быть 2 ложки, но тут если не 2 ложки, ничего 2 страшного. чайные ложки. Ну, да, Ага. пусть так получается. Ну да. Так, добавляем сахар. Сахара лично я люблю побольше. Сладкие Вот так блины. вот можно. Вот так оставить, да, потому что чтобы не сильно много получилось. Сладкие блины. в общем. Да, и теперь вот самый важный момент. Это загашенная сода лимонным соком. Да. Так. Так, это же сода у нас. Да. Вот. Ага, лимон, соду погасили. Ну, как я понимаю, в моем понимании, да, это чтобы блины, может быть, немножечко такие пышненькие были. Чуть-чуть. Ну, Слегка. так. Ага. Так. Все загасили, все это выливаем. Так. И добавляем щепотку соли. Здесь чуть больше щепотки. Ну, мы вот так вот немножечко попробуем сделать. Вот. Так. Все. Так. Немножечко можно взбить, наверное. Венчиком. Да.
оно все. Да, кстати, лучше использовать именно веничек. И, кстати, у нас всегда веничком это взбивается. Конечно, есть миксеры, всякая разная утварь на Да. кухне. Ну, Но раньше просто если вилкой. мы говорим о традиционных наших блинах, то тогда здесь уже идет таким образом. Так, ну и 300 грамм муки. Здесь я не знаю, может быть, у Семена спросить. Тут, наверное, чуть больше, чем 300 грамм. Ну вот так, наверное, да? Ну, можно добавлять Нет, там, побольше. если смотреть консистенцию, мешать Да. потихоньку. Вот Пока да? вот так оставим, если О, что добавим. Ага. О. Там теплая вода, да? Ага, да, и тепленькую водичку. В общем, можно налить полностью молока, но лучше рекомендовано, чтобы... В тесте присутствовало чуть-чуть Да, чуть-чуть да, да. воды. Ага, в тексте. И воды, и молочка. И Один молоко к одному тоже. сделаем. Все должно быть теплое. Желательно. Ну, желательно, да. Да, комнату. А молочко мы, наверное. Градусов 40 нормально. Ну, Такая градусов- теплая. Да, да, да. Потому что если добавить как бы слишком горячую воду, у нас там яйцо свернется. Закипит, конечно. Всё, да. Да. Схватится Так. быстро, быстрее. Ну и начинаем все это взбивать. Да. А тем временем, все-таки, коллеги, мы разогреем это, Сковородку. да, сковородку, потому что заново поставим. да, блинчики, они должны сразу схватываться. Ну и начинаем все это Ну дело и мешать. чугунное выбирать для того, чтобы жар не отпускало быстро. Ну, то есть Не отпускала и распределяла. аккуратно. распределяло. В общем, сколько проб было на этих современных, легких, разных вообще сковородах, нет, все это не то. Антипригарных Оно всевозможных. все превращается в вид панкейка или что-то в этом роде, и оно совсем уже не отражает тех то, блинов, что которые должны тех, быть кто- исконные. да, исконных. да. Ага. Итак, поговорили мы о блинах. Да, давайте вы тесто готовьте. Первый вопрос. Я так понял, вы из Хандыги? Да. Учились там, никого не трогали, наверное, особенно. И Да потом- нет, ну да, как никого не трогали, трогал. В хорошем смысле слова, конечно, была тоже такая хорошая активность. В свое время сдавал 6 ЕГЭ. Сколько? Так получилось, да, 6 государственных экзаменов мне пришлось сдать, потому что выбор был большой. Во-первых, я был выпускником музыкальной школы. Во-вторых, у меня было пристрастие к английскому языку. И, собственно, я очень любил историю. Постоянно читал, знакомился, особенно вот период Екатерины II Великой, он тоже, мне кажется, он не менее значимый, чем предыдущий, допустим, период Петра I и так далее. И все эти периоды, они, конечно, внесли значительный вклад в том числе и в развитие системы образования. Ну, Потому что именно при Екатерине II появился первый орган народного просвещения, который сегодня называется Министерством образования. Вот. И чуть позже Александр II все-таки создал уже полную систему, там целая иерархия была, гимназии. Они ну, чтобы руководили руководить уездными и, училищами. как бы, организовывать Да, деятельность да. школ, И когда я уже гимназий попал и в так далее. педагогику, значит, я параллельно еще учился в юридическом институте, но это было как дополнительное образование. И закончив я закончил с 2 дипломами. Первое это было филолог английского языка преподаватель, а второе это юрист. Почему вы выбрали деятельность педагога? Ну, то есть вы нацелены попали, получается, так много экзаменов сейчас сдавали? Ну вот смотрите, я потом тоже Да. анализировал вот этот момент. Все-таки часто, как это бывает, родители, они, конечно, влияют определенного образа на выбор детей, но в нашем случае получилось так, что я не спорил. Когда, да, у нас были какие-то дискуссии с родителями по поводу того, где поступать или еще, то есть все их рекомендации мною воспринимались нормально. То есть никаких не было таких, ой, нет, там, я все-таки хочу быть там, космонавтом каким-то или еще Да, что-то. Нет, оно как-то так нормально воспринималось, и, собственно, никаких проблем в этом не возникало. Было 2 пути. Причем, кстати, родители со мной тоже не спорили. Просто был выбор такой, более логические основания были. Первый путь, почему-то хотелось поступать на режиссера. Так, мы уже жарить начинаем, да? Мы уже начинаем жарить, Да, да. первый Да, блин. мы начинаем первый смазать, блин. да? Да, мы сейчас это, смажем Смазываете. маслицем. Да, смажем маслицем. Тоже такая очень удобная масленка. Всегда используется для подготовки, приготовки блинов. Вот. Ну что, с Богом? Богом. Попробуем. Первый, Ну, первый блин, надеюсь, не комом. Так.
Угу. Ну, вроде как пошло дело. Так, Подожди, чуть-чуть что? даже. Пока добавим огонька, а дальше Да-да, а посмотрим. потом уже будем регулировать. да? Ну, а там дальше уже посмотрим, как и чего. И мы, наверное, сделаем так, немножечко нам поудобней. Поближе Так. можете к себе. Да-да-да. Ага. Так, по возможности мы вот так вот. Вот. Так. Ну, все идет отлично, кажется. Ту-ту-тфу. Сейчас посмотрим. Тю-тю-тю. Ну, Да. потому что от теста много чего зависит, конечно. Первый блин, пусть он так прожарится хорошенечко. Ага. Да, ну вот, все, пошло дело. Поступил на факультет иностранных языков, тогда еще ФИА. Якутского государственного университета. Мгм. А закончил уже с МФУ. Вот, 5 лет прошли очень активно, точно так же, как и в школе. В школе я был капитаном команды КВН. А, Да. да. В студенчестве у меня моя, значит, деятельность, она тоже не прошла просто так. В то время как Вообще, раз... вообще по классике получается. Ну, в то время как раз... спасибо. Значит, Евгения Исаевна, она создавала советы по творческому развитию, по науке. И я стал заместителем председателя совета по творческому развитию при ректоре СВФУ. Мгм. И там уже началась другая школа. Помимо того, что у меня было 2 вуза, Так. значит, в свое еще свободное время студенческое, знакомимся со своими там друзьями новыми, значит, мы создавали тот или иной проект в университете. Так. Вот. Тогда появились первые безалкогольные дискотеки. Тогда мы, я помню, проект проводили диджейской школы, потом радио СВФУ, да много чего интересного было. Мгм. И один из первых Ну, то есть, студентов... да. не только учеба, но и еще и активная Нет, такая вот вся как-то у жизнь- меня жизнь всегда кипела. так это было параллельно. То есть та часть, которая у меня не была закрыта, режиссура, она реализовывалась вот в какой-то активной ну, жизни. КВН, То есть, тоже надо как что-то бы, делать, да? да, то есть вот как недавно, да, мы говорили, что лист судьбы, он вот непонятно, да, либо он написан за нас, либо все-таки мы его пишем. Но тем Да. не менее, вот как А вы хотелось, сторонник так какой это- теории? Больше. Ну, знаете, я вообще сам православный человек. Так. Вот как Богом велено, наверное, тогда вторая, да, теория. Что Да. написано уже за нас, Да-да-да. а мы идем. Ага. И Ну, грешить то есть мы- нельзя, отступать нельзя. Да, время от времени выбираем, идем по пути, время от времени, когда Да. тропинка расходится, мы сами делаем выбор. Совершенно верно. Так, да? Да, совершенно Отлично. Итак, закончили универ. верно. Тогда Но уже- руководствуясь все-таки светлыми намерениями. Ну, не, ну это Правильно. безусловно. Да, Хотя, я шутка. да. Так, закончили универ. Да, закончили университет, пошли учиться дальше. Получили 2 диплома, значит, и пошел в госмуниципальное управление. Тогда тоже, но я вдохновлялся почему? Есть еще другая сторона вдохновления, да? Это то, что я почти все свое детство проходил на теплоходе своего отца, СК-2035. Так. И поэтому вот этот стиль руководства папы, как он там строил свою команду и тому И подобное. поэтому у вас вот такой Оно- голос такой командный, зычный такой. Ну, может быть, вообще речной, Вовремя отданная правильная команда, Конечно. она должна выполнять. Речной флот – это артерии нашей экономики республики, как и промышленность Тем и так более далее. за Это очень короткое время навигации, когда не дай Совершенно бог, верно. да, надо совершенно успевать. верно. Да. Не дай Каждая бог. сфера же важна. Да. Вот, допустим, Никаких простоев. не, ни в коем случае. Ни в коем случае, да. Поэтому Да. там поблажек вообще. Ну, Я знаю. вот, и был сталкивался. такой случай. Михаил Ефимович Николаев, он был на теплоходе моего папы. Мгм. Пил с кружки моего папы. Ну, естественно, капитан чью кружку предложит? Капитанскую. Так. Самая чистая, как говорится, самая такая доверенная. Вот. Так что вот такой факт даже у нас был в семье. И мы потом, я с этой кружки Ух ты, тоже как пил. быстро уже все пошло, да, у нас? Огонь О, вообще идеально. конечно. Ну, Так, И чугун, сковородка. чугун поймал градус. чугун поймал градус, Да. Чугунная сковородка Правильное все-таки. вот определение, да? Чугун поймал Ну, градус. это человек Никто- профессионал, Да, это, да, да, конечно. Не каждый способен это. Да. Ну, я бы сказал бы, ну, чугунная сковородка нагрелась до определенной температуры, Да, да. которая благоприятна для того, чтобы жарились блины именно вот этой консистенции. А вот человек сказал, чугун по градусу. Ну, Собственно, как и кратко, на, чётко. на флоте. О, совершенно Четко верно. дать команду, Да, может быть, да, даже да. иногда с крепким словцом, но чтобы подчиненный понял, что ему нужно сделать в эту минуту и быстро причем. Да. Да. Так,
Так, мы продолжаем жарить блины. Как началась ваша трудовая деятельность, ну, собственно, которая со школой-то связана? Не в один же день наверняка вы стали директором? Нет, конечно, Ну ни вот. в коем случае. В один день и нельзя становиться директором. Конечно, должен определенный путь пойти. Но в связи с тем, что сейчас время ускоренное, это все понимают. Да. Тем более сейчас, как говорят философы, период такого хаоса, да, много чего создается, человек ищет инвариантные пути своего развития и так далее и тому подобное. В общем, как это отразилось на моем пути, что действительно я отработал почти 10 лет учителем в 5-й школе. В 5-й школе. Которое новое здание имеет. Да, учителем английского языка и, значит... London is the capital of Great Britain, yes? Yes. Isn't it? It's not good pronunciation, but you're right. Oh, So, yeah, thank you. Да. И, собственно, там, кстати, я устраивал тоже определенные проекты, организовывал конкурсы. Тоже у нас было. Потом на федеральном уровне в российском конкурсе мое научное пособие, оно выиграло первое место. Да, я написал учебное пособие по английскому языку для обучения чтению на английском языке, по формированию навыков чтения. Вот. Ну, неплохо так с ним выступил, давал мастер-классы, получил и категорию и так далее. Ну и пошел, поскольку госмуниципальное управление, я уже учился там, я уже закончил его за год. Вот. И, собственно, пошел дальше вперед, был участником управленческой школы управления образования. Вот. Ну и, собственно, предложили в один прекрасный день. Я почти год был куратором строительства нового здания. Вот, оно еще пока тогда не имело номера, но это была 39-я школа по порядку. Вот. Но, В городе? Да, в городе. Сейчас больше уже 50 школ. Сейчас больше, да. Да, больше 50. Сейчас нет, имеется в виду 39-я школа могла бы быть, потому что была последняя 38-я, а школа-то там же еще, допустим, гимназия, ИКТА, ЯГНГ и так далее. То есть, конечно, их там насчитывается 53. Много. Вот. Ну да, достаточно. Так. А сковородочку можно даже, наверное, чуток прибавить газу. Огонь. Ага. Так. Ну, даже если 50 школ для города, это, говорят, мало, да? Ну да. Ну и, собственно, подошли мы к формированию концепции, да? Почему глобального образования, многие спрашивают. Да. Но я вот не раз отвечал на этот вопрос и в СМИ, у меня и интервью задавали тоже. На самом деле концепция, когда она формировалась, здесь было следующие критерии по ее формированию. Школа находилась в современном 203-м микрорайоне. Да. Единственное образовательное учреждение общего образования, которое там находилось, это АИК-ГАТА. Это тоже очень уникальная концепция, Да. это национальная этническая концепция. И, собственно, причем с Лидией Петровной мы познакомились практически в первый день. Я к ней пришел с тортом и с чаем. Сказал: Лидия Петровна, давайте знакомиться. Будучи учителем, я уже знал, кто такая Лидия Петровна. У нас были, я просто не помню, помнит ли она этого, да, но к ней в гости я заходил, когда они еще были в Дворце детского творчества, находились. Когда только начинали, да. Да, ну, собственно, мы так не... Она учительница моей супруги. Ну, это И замечательно. такой степлотой отзывается все время. Да. говорит. Конечно, но это поколение тех, на плечах которых мы стоим, это носители традиционных ценностей, как в управлении, так и в педагогике. Поэтому молодое поколение, оно, конечно, должно помимо внесения каких-то прогрессивных компонентов, Знать обязательно, историю, 100%, да. иначе просто ничего не получится. Ну и какая концепция нужна для того, чтобы две школы гармонично сочетались в новом микрорайоне? Конечно, концепция, которая бы объединяла в том числе и то, что уже было сформировано и над чем работали наши коллеги. И мы выбрали концепцию глобального образования. Вот. Это, Что это не значит? новая, да, это не новая концепция. Она имеет, значит, два направления. Первое – это формирование навыков межкультурного взаимодействия. И второе – это экологическое воспитание. Но, с другой стороны, какие-нибудь там коллеги, критики или еще что-то, они могут сказать: ну и ФГО сформирует. Да, но мы делаем на этом акцент. Понимаете?
Вот и все. На самом деле особо специального учебного плана для этого не нужно. Все это делается через внеурочную деятельность, через дополнительное образование, через акции, события. Вот. Ну и, собственно, неплохо идем. У нас есть проекты, которые уже выступали на конкурсе, которые побеждали. Вот. Ну и вот таким вот образом мы дружненько и живем. АИ КГТ и ЦГО рядышком. Вот. Сколько у вас учеников вообще? Ну, на сегодняшний день 1492 ученика, почти 1500. Много. Да, школа большая по контингенту. Вот. Ждем пристрой, обязательно будет. Ну, вот так. Вот. В чем все-таки отличие от обычной школы? Ну, честно говоря, сегодня все школы, почти 50 тысяч школ у нас в Российской Федерации, около 700 в республике, в Саха-Якутии. Значит, все мы работаем под одними федеральными государственными стандартами. Само собой, да. Да, Ну, то есть вы поэтому обязаны все математику, русскую, физику, все это учить? Конечно, это заказ государства, Так. и с ним спорить нельзя и не нужно. Ну, в смысле, это Вот. закон. Конечно, это Ну да, закон. да, Потому нет, что, да. не, на самом деле он исходит из социокультурных факторов и так Так, далее. Потому так. что в свое время, например, когда у нас только зарождалась система образования, когда у нас крещение произошло, да, при Владимире, первые школы, там при Ярославе Мудром, 1030 год, одна из самых крупных школ, было 300 учащихся. Вот, она находилась в Великом Новгороде. Тогда был заказ какой? Читать научить. Читать, И да. госслужащие нужны были. Читать, писать, как, считать. Всё. Как большому в счету. то время, да, князь мог формировать свое княжество только за счет своих помощников. Нужны были школы. Все, началось учиться. Так, читать научили. Дальше идем. Почти 700 лет у нас религиозное образование существовало. Мы дошли до Петра Первого. Светское образование. В то время по всему миру произошла такая тенденция. Всем нужны были люди, которые бы строили и развивали индустрию, корабли и так далее. Индустрию громко связано. Индустриализация прошла. Появились циферные школы. Помните, Да, из да. курса школы-то? Вот оно, циферные школы. И так мы дошли до 5-го компонента функциональной грамотности, который называется глобальные компетенции. Нам нужны люди, которые сегодня на глобальном уровне могут взаимодействовать эффективно с целью, во-первых, развития своей страны, ну и в основном, да, развития экономики своей страны, продвижения своей культуры. У нас интегрирован предмет на начальном уровне образования «Планета Земля», где мы развиваем и родную культуру, и переходим от родного порога к мировым просторам. То есть появляются еще и новые предметы. Я слышал, что ОБЖ недавно вернули, да? Нет, это обратно? уже вы говорите про федеральный уровень, что у нас блинчики маленькие становятся. Сейчас мы это побольше будем видеть. Можно Да. побольше теста просто. Ну. Ага. Нет, я к тому, что отличается ли учебный процесс, программа? Значит, сегодня, как я уже подчеркнул, есть федеральные государственные стандарты. Все работают в рамках них. Будь то это школа в селе, будь то это какая-то крутая с точки зрения материальной базы и инфраструктуры, школа в городе Так. или в каком-то районе, но все они будут работать, и в содержании их ничем особо отличаться не будет. Вот. Поэтому вот какие-то фишки, я же вам говорю, это акцент, акции, события. Например, вот скоро мы будем обнимать гимназию. Здорово. Мы все выходим в 2 смены и обнимаем нашу гимназию. Так начинается наш фестиваль глобального образования «Глобалус». Дети решают глобальные проблемы. По поводу чистой воды, их там 17 проблем обозначенных ООН. Вот, собственно, и Российская Федерация, и То есть даже... это реализация теории экологичности, да, вот это, что вы Мы говорите? в данном случае, мы в данном случае выбрали экологию. Мы в Экологию, данном да, случае да. выбрали экологию. Какой-то это блинчик, ну ладно, пусть так будет. Да, Ну. по-разному. Да, ага. Вот. Ну и второе межкультурное взаимодействие. Тоже у нас с Халудзянской средней школы подписано соглашение в Китае. Вот сейчас, кстати, наши дети находятся в Китае. 12 наших учеников прямо сейчас со своими педагогами, они вылетели в Китай. Вот у них страноведческие экскурсии. У нас есть проекты такие, как «Путешествующая школа».
Вот. В рамках нее вот у нас есть вылеты, выезды и так далее, потому что мы все-таки сторонники того, что замыкаться в 4 стенах не нужно. Нужно развиваться многогранно. Знаете, есть теоретики, которые говорят, что в аэропорту включаются практически все компетенции, которые вот формировались в школе. Поэтому это тоже неплохо. Там же и межкультурное взаимодействие включается, и тут надо себя уже показать, как говорится, достойной личностью, представлять свою республику, страну. Плюс к этому у нас патриотическое воспитание, у нас открыты медицинские классы. 2 года подряд мы являемся победителями в конкурсе движения первых, первой помощи. Да, вот у нас наши учителя, все держится только на учителях, запомните, в школе, неважно, где она находится, в селе или еще что-то. Первое – это педагог. Только педагог проводит ребенка, неважно, есть оборудование, нету оборудования, есть там какие-то компьютера или еще что-то. Нет, все зависит от личности. Но в данном случае Елена Ильинична Прокопьева и Чепрасова Екатерина Дмитриевна, это учителя химии и биологии, вот, они вытягивают. И вот 2-й год подряд мы на республику представляем на федеральном уровне. Круто. Выигрываем на уровне города, на уровне республики, едем вперед. Да. Профильное обучение у нас тоже неплохо идет, у нас 87% это поступаемости в профильных классах. Сейчас мы занялись вплотную, очень так серьезно, геологическим образованием. Мы будем готовить будущих геологов для поступления, в том числе и в ГРФ и так далее. Вот у нас сейчас ряд встреч, было подписано соглашение, очень это предостаточно. Вот. Ну и, собственно, дай бог, чтобы у нас все получилось. Да, Александр, не секрет, что время не стоит на месте, новые времена, как говорится, новые вызовы, да? Но сейчас очень много споров по поводу нынешней системы образования ОГЭ, ЕГЭ. Не то, что они хвалят, некоторые ругают, говорят, что, возможно, может вернуться к советской системе образования. Вот, мол, она самая крутая была и все прочее. Но она реально была крутая, потому что в моем детстве университеты советские считались одними из лучших в мире. Сейчас даже в сотни там, с трудом МГУ входит. Как вы вообще, ну вот отстраняясь, не просто как директор, как профессионал, да, а ваше мнение? Да, ну здесь смотрите, во-первых, проблемы системы образования, да и вообще образования, они решаются с античных времен. Да. Это одна из самых сложных областей вообще нашей жизни. Человек, как я уже вот говорил, да, это сложное психофизическое существо. Его воспитать, его образовать – это очень длительный процесс. В педагогике есть принцип отсрочки результата. Неизвестно, что повлияет на человека в какой период. Сегодня школы сталкиваются еще с другим моментом. Какой фактор? Это внешние воздействия. Сегодня школа не имеет того авторитета, того статуса, как вы сказали, который был в Советском Союзе. А все почему? Есть определенные внешние моменты. Ну, во-первых, у нас сменился политический строй, это тоже надо не забывать. Демократические принципы, они сейчас развиваются повсеместно. Сменилась и роль родителей в какой-то степени, не скажу, что полноценно. Что касается мотивации ребенка, его нравственного воспитания, в том числе его психологического состояния, забота о нем, сегодня находится под особым прицелом государства. И целые службы существуют. Они, конечно, были и в Советском Союзе, но здесь уже акцент немножечко сменился. Но школа уже перестала заботиться. Там, сегодня мы же говорим о проблеме ожирения уже, не о похудении. Помните фильмы-то, да? Сколько в лагере там килограмм набрали и так далее. То есть, ну и что касается там первые мы в рейтинге, не первые. Во-первых, мы сегодня находимся и являемся современниками глобальных перемен. Вы же, ну, как говорится, точно в курсе всех событий, которые происходят. Конечно, система образования это влияет. Но не попали там мы в какой-то рейтинг, который находится под патронажем какой-то зарубежной организации. Ну и что? У нас есть свои задачи. Они связаны с федеральной повесткой, они связаны с внутренним состоянием страны, с экономикой. Вот мы сегодня должны говорить только о них. А любые какие-то международные связи и тому подобное, они должны только идти на пользу нашему государству. Вот таким вот образом это должно быть все устроено. И оно так и есть на сегодняшний день. Поэтому попали мы там в эти рейтинги, не попали. От глобальных компетенций хоть кто-то отказался? Нет. Он также является 5-м компонентом функциональной грамотности. Потому что есть понимание,
что мы должны быть там, что Россия и ООН бы не появился без нашей страны, Израиль бы не появился без нашей страны, о чем говорить. Это очень такие серьезные глубинные процессы. Ну а то, что происходит сейчас там между там, Соединенными Штатами, вы знаете, у нас были периоды, когда мы наоборот были союзниками еще теми, когда революция происходила в США, кто их поддержал? Федеральное правительство поддержало, единственная страна, это была Россия. Так-то да. Все, больше Как никто. говорится, мы можем Все от тут них отказались. констатировать и сказать, что история не знает Поэтому, сослагательного да, я наклонения. совсем вот не удивляюсь от того, что там Трамп вроде бы как начал смягчающую Теплеть, политику, теплеть. и за ним придут те, которые еще будут теплеть, а потом все наоборот. Возможно. Инь-янь. Инь-янь, Лево-правое. да. У нас же Возможно, диалектика да. в мире. Как? Да, давайте Хорошее, сильно плохое. в политику не уходить. Все-таки Не будем. это очень сложная тема. Ну да. Нашей передачи сильно не касается. У меня вопрос передачи. Последний Вопрос такой, который не могу не задать. Так. Дети, ну вот вспомните себя ребенком, школьником и современные дети. Угу. Отличаются? Или если есть, то какое главное отличие? Вы знаете, Так вот... вылить. Ага, давайте. Последнее. Ну. Давайте зажарим и... Это вот ведущий съест. Ну, Вот так. такой вкусненький. Да не, лучше не буду, а то он там Вот такая разорвется, рука пока мы получилась. будем. Ну да, Так. рука ведущего. Да, рука Везде. Длань. Ну, Так. да. Но чем они отличаются? Все же зависит от взрослых. Если есть условия развития, то и ребенок будет развиваться. А он развивается, понимаете, ребенок, взрослый. Сейчас вообще очень рамки они сместились. Появились новые требования времени. Вот как это можно сказать. Мгм. И, конечно, молодое поколение, оно должно быть готово к трудностям. Готово к трудностям. Тем более, что сейчас мы живем действительно такой эпоху перемен, когда Конечно. очень быстро все меняется. Конечно. Поэтому верить Всё в новое. молодое поколение нужно. Обязательно. Это важно. Как говорил Сократ, как говорил Платон, что, вы знаете, там были, кстати, и пессимистические такие настроения в их высказываниях, и оптимистические, да, что, чтобы- мол, дать в руки бразды правления молодому поколению, значит потерять нашу страну. Да, типа Ничего потерянное никто не поколение. потерял. Ну, Сами потеряли. Сами потеряли, Никто там потому не что, виноват. как говорится, Конечно. другого выбора у нас нет, все равно, рано или Да. поздно И они не просто потеряли, а стали фундаментом для развития уже нас и современного мира в том числе. Поэтому надо верить в молодое поколение, надо им помогать, надо, чтобы педагоги и родители взаимодействовали, чтобы вот между ними находился учащийся и максимально прилагать все усилия. И вы знаете, вот по ходу деятельности, вот когда я был учителем, там не было вертолетного мышления, я не видел сверху все процессы, которые происходят в школе. А будучи директором, я уже замечаю и смотрю, как действительно некоторые вопросы, очень сложные вопросы, мы решаем и только во взаимодействии. Разные бывают случаи. И неважно, какая это школа или еще где-то. Знаете, есть вот очень такие вот теоретики европейского происхождения, которые там идут по теории Дьюи, которые мы сейчас, кстати, используем активно, хотя Сталин с ним спорил, выгнал его со страны, ну, имеется в виду, не пустил он его, и все, сказал, никаких Дьюи, мы тут свои, тоже был прав, и тоже был прав, поэтому вот результаты были такие. Вот. И сегодня, значит, ну, тоже, в общем, появляются такие моменты, где нужно использовать разные подходы. Не буду уже углубляться, я просто боюсь, что просто время закончилось, поэтому я уже оборвал мысль. Так уже. интересно рассказываете, да. Вы еще и депутат. Да, давайте коснемся ну, темы. да, это Почему? отдельная Почему? страничка в моей жизни. Ну, собственно, конечно, сегодня взгляд молодого поколения, он нужен на всех уровнях. Тем более в такой очень серьезной в хозяйском таком процессе, как управление городом. Вот. Поэтому здесь участвуем мы активно, но дело в том, что помимо депутатской этой деятельности, я вот еще являюсь членом Палаты молодых законодателей Советов Федерации. Мы там тоже поднимаем очень серьезные вопросы, в том числе и по школьной медицине. Это вот последний вопрос, который мы с городской думой, это все началось. Коллеги меня тоже поддерживают в этом, и это очень хорошо. И на уровне Комитета образования, культуры и детства городской думы мы вот продвигаем и общаемся и с УТУМЭН, и с Министерством здравоохранения
очень серьезный вопрос. Ну вот в данном случае, как я уже обозначил, школьная медицина. Сейчас вот пошла работа уже по школам. Скоро мы увидим медиков в школе наконец-то. Особенно это касается новых школ. Здесь я тоже могу долго говорить, вы если что меня остановите. Хорошо? Да, я боюсь, Да. что мне придется вас остановить. Ну. Смотрите, вы директор, скажем так, ну, видно, что молодой, да ранее, но красавчиком. Еще и общественная деятельность, и депутатство. Вообще, свободное время есть? Вы вообще отдыхаете? Ну, конечно, я даже этим летом умудрился пожениться, так что действительно 7 лет супруга ждала, и вот дождалась наконец-таки. Очуметь. Вот. Терпеливая женщина, надо привет передавать обязательно. Да, точно. Привет, Да. любимая. Да. 7 лет, да, немало. Немало, Да. но интересно. Как Пошла следующая, так скажем, следующий этап. Ну, вот пошел. Прикольно. А тем временем, пока мы стояли, болтали, общались, Да. Семен нам сделал вот такую красоту. Так давайте попробуем. Да, любимое Всё. время передачи. Приглашаю к блинчикам. Да. Как говорится, с пылу с жару. Да. С пылу с жару, да, ну не грех попробовать. Надеюсь, получилось. Я уверен. Что за варенье у вас вы принесли? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что это рецепт моей супруги. Она его привезла, откуда она родом, с горного района, села Кептин. Мгм. Это красная смородина горного района и апельсины, наверное, африканские. Это рецепт очень Смесь, интересный. да? Это смесь, да, она и от заболеваний, от всего. Очень вкусно. Ну, слава богу. Сметанка наша, местная. Ну и, собственно, варенье. Вот. Так что, уважаемые зрители, берите рецепт, пожалуйста. Все очень просто готовится. Ну и, собственно, мой такой вот перерыв между готовкой, они у меня еще тоньше были в студенчестве. Ну, вот. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Вы спокойно можете стать кулинаром. Ну, с Божьей помощью. Да. Ну, Ресторан. я не стремлюсь вообще, Кафешку, ресторан открыть. потому что это только единственное, что я так вот более-менее у меня получается, наверное. Блины. Да, я в кухне, потому что я знаю, что там это целый мир, это целая технология. И просто так взять там что-то и приготовить, это не... Я это понимаю, что это не так. Давайте заглянем чуть-чуть вперед. Кем вы видите себя лет через 5, через 10? И вообще, есть ли у вас, ну вот как депутат, например, да, ну или как человек, который бы смог бы изменить что-то в образовании, что бы вы сделали? Вот как я уже сказал, образование, оно подвергается всегда внешним процессам. У школы несколько слоев тех влияний и условий, так скажем, которые влияют на ее развитие или влияют на ее стагнацию. Поэтому здесь, скорее всего, это на что бы я хотел повлиять. Не кем бы я был там, и тому подобное. Это все, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да. Поэтому, да, здесь мы ответим так, что если предоставится такая возможность и будет определенные условия для того, чтобы сделать это, возможно, я повлиял где-то на часть управления образования. То, чем я сейчас занимаюсь. Уже. Да. Уже. Да. Ну, то есть вы идете по строго намеченному вам и Богом плану. Да не строго намечено, это где-то просто подсознание, а может Ну быть да-да-да. это консистенция всех мыслей того, что вот оно собирается в эту Что кучку. вы, ну, у вас что какая-то действительно, а такая, почему бы собственная и- такая миссия тогда получается по жизни есть. Да? Ну, миссия это сложно назвать. Все-таки Не, я не, далек миссия. от миссионеров и так далее. Они своей жизнью рисковали, чтобы какую-то миссию исполнить. Там взять это французы, когда Канаду открывали, или духоборы, которые тоже, кстати, там были. Малоизвестный факт, но мы там понаделали шуму в Канаде, в хорошем смысле этого слова. Вот, значит, ну, миссией бы я это не назвал, но такие хорошие профессиональные цели. Цели же у нас Свои. все равно есть Ну да, конечно, разные, ну, и семейные, и профессиональные. Ну и самое главное, конечно, это самое сложное, наверное, да, это все-таки для педагогов, а я все равно причисляю себя в первую очередь к педагогической профессии. Вот, это, конечно, быть примером для молодого поколения. То, Отлично. что, конечно, сегодня важно, так что дай бог наши
будущие ученики, ну, точнее, ученики в своем будущем, в нашем будущем будут создавать только какие-то вот созидать и развивать нашу страну. И То есть дальше. вы подтверждаете истину, которая вот сейчас гласит, что не надо воспитывать детей, воспитывайте себя, дети все равно будут брать вас в пример. Ну, отчасти это справедливое выражение. Да. Да. Александр, спасибо вам за очень интересную беседу, за очень вкусные блинчики. Да, у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для Ну, наших обязательно зрителей. мы угостим всю съемочную группу. Обязательно, Действительно, они ждут. Я прям удивлен, что действительно так много людей здесь старается и что-то делает, поэтому всех благодарим, всем спасибо. Ну, собственно, развивайте свою родную культуру, заботьтесь о своих близких и занимайтесь своим делом профессионально. Не смотрите на деньги, только думайте о деле. Ну, а остальное все само придет. А я еще расскажу, что у нас сегодня был директор гимназии Центра глобального образования Александр Чудиновских. Александр, еще раз огромное вам спасибо за то, что уделили время, пришли, погасили нас очень вкусными блинчиками, за очень интересную беседу. Успехов вам в вашей работе. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда часто говорим, просто вкусно. Будьте здоровы!